Сейчас вы видите, как ставятся точки для внедорожных соревнований. Специальные плакаты имеют порядковый номер и свои GPS-координаты. Именно эти координаты раздаются спортсменам на этапах трофи-рейд и GPS-ориентирования. Но выставление точек происходит незадолго до соревнований, а вот работа по подготовке трассы, разметке маршрутов к чемпионату ведется практически круглогодично. Вот, например, так в декабре мы производили расчистку просеки для чемпионата 2016 года. Вот так потихоньку мы расчищаем просеку. Вот такой вот завал. Некоторые деревья достаточно крупные. И потом потихоньку перегоняем машины по 50 метров. В этом выпуске речь пойдет о подготовке к Samurai Trophy 2015. Итак, начнем по порядку. Идеальным транспортом для расстановки трассы является квадроцикл, либо УТВ. В свете своей мобильности, проходимости и надежности квадроцикл превращает передвижение по болотам и грязи в увлекательную прогулку, позволяя заодно провести всю необходимую работу. Итак, взяв с собой все необходимое, мы выдвинулись из города на 3 квадроциклах Yamaha Grizzly 700. На одном из выездов я был приятно удивлен тем фактом, что в Якутске можно собирать березовый сок. Дело было 7 мая, и именно это время было наиболее урожайным. Собрав вкусный, а главное 100% натуральный березовый сок, мы продолжили свое движение по трассе. Кстати, если вы будете собирать сок, то после сбора не забудьте залечить землей проделанное отверстие на березе. Нельзя сказать, что расстановка трассы – это скучное рутинное мероприятие. Наоборот, все сюрпризы, которые готовит дорога для спортсменов, в первую очередь радуют именно организаторов соревнований. Вот, например, крутой подъем в гору, где с половины подъема пришлось пользоваться лебедкой. Но по коварному стечению обстоятельств случился вот такой конфуз.
Надо по нему ехать. И всего лишь 4 километра. Ничего себе. Далее трасса поворачивала на противопожарный ров длиной примерно в 4,5 километра. Перед тем, как пойти по рву, предстояло очистить привода от травы, которая нещадно наматывается при прохождении болот. Делать это нужно обязательно, дабы избежать срыва или разрыва пыльника привода. В этом случае, кстати, вам может хорошо помочь обычный садовый секатор. С его помощью вы можете существенно облегчить себе процесс очистки приводов, но будьте осторожны, не заденьте сам пыльник. Ров действительно был достаточно интересен. Во-первых, колея одна, и квадроцикл постоянно идет на боку. Во-вторых, на моем квадроцикле не был установлен вынос радиатора. Засорившись грязью, радиатор стал плохо справляться со своей задачей, и квадроцикл начал перегреваться. Дима, вы пока езжайте, я чуть-чуть остыну здесь на речке. Начали мы проходить ров, когда еще было солнце, а вышли с него затемно. Там мы выехали, да? Да, все, закончил. Ага, прикольно. Хотелось бы отметить, что почва еще полностью не протаяла, внизу есть лед, и я просто уже представляю, как понравится данная трасса спортсменам чемпионата Samurai Trophy 2015. Примерно так проходит день организаторов чемпионата во время подготовки трассы. В следующих выпусках мы станем свидетелями самого главного внедорожного события Якутии – чемпионата республики по трофи-рейдам Samurai Trophy.